Это новости на телеканале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. В Якутске новый мэр. На выборах победил Евгений Григорьев. Возвращение к привычным будням из ВФУ постепенно переводит своих студентов в научное обучение. Играм Анчары близко. В горном районе идет подготовка к крупным соревнованиям. В столице республики завершились досрочные выборы мэра. Победу одержал Евгений Григорьев, кандидат от «Единой России». До этого он временно исполнял обязанности главы Якутска. За него, по предварительным данным, свой голос отдали 37 083 человека. Второе место в выборной гонке занял Виталий Обедин, представитель «Справедливой России». Он набрал 33 228 голосов. Замыкает тройку кандидат от Компартии Сава Михайлов. За него голоса отдали 9 535 горожан. Остальные кандидаты набрали 1% голосов и менее. В соответствии с уставом города Якутска, после того, как наша комиссия подпишет свой протокол об итогах голосования, состоится вступление в должность главы городского округа, и после этого уже город начнет работать с новым главой. В течение 3 дней голосования для города это была новая форма, и мы учились работать в таком формате, и наши участковые избирательные комиссии, и избиратели. И я хочу сказать, что по явке, на муниципальных выборах обычно она и бывает в районе 40-45%, поэтому нельзя говорить много или мало ли избирателей пришло. В принципе, это очень стандартно получилось, С ходом голосования на выборах главы Якутска ознакомилась член Общественной палаты страны, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. Она в дни голосования провела общественный контроль на избирательных участках, где наблюдала за чистотой выборов мэра. По ее словам, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не обнаружено. Я бы хотела обозначить 3 тезиса, и 3 тренда, условно, которые мы здесь заметили. Это хорошая инфраструктура, которая была обеспечена в период проведения многодневного голосования. Это широкая вовлеченность институтов гражданского общества, которые смогли обеспечить легитимность процесса, открытость его и общественный контроль сам по себе. И непосредственно конкуренция, потому что вчера до последнего мы были в напряжении и следили за результатами, за подведением итогов. И это действительно напоминало уже какой-то такой ажиотаж и какой-то интерес со стороны всех граждан, проживающих в Якутске. К другим новостям. Ленская прокуратура проверила городские магазины на предмет завышения цен на социально значимые продукты. Свое внимание представители прокуратуры в основном обращали на продукты социальные надбавки, на которые уже установлены. Это молоко, сахар, мука, мясо, рыба, растительное масло, макароны. На основании задания прокуратуры республики нами проводится проверка исполнения законодательства о ценообразовании на объектах розничной торговли на предмет необоснованного завышения установленных предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары. В настоящее время проверено более 10 торговых точек, и по результатам проверки закупочной документации при наличии оснований будут вынесены акты прокурорского реагирования. Всего в Ленске нашли завышение цен на продукты питания в ноябре прошлого года у 5 из 6 торговых точек, а в декабре и того больше у 10 магазинов из 11 проверенных были выявлены нарушения. Все виновные лица привлечены к ответственности. Помощник прокурора Александра Чаросова сообщила, что подобные проверки пройдут и в других городских магазинах. В Конституционном суде Якутска состоялось соглашение постановления по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Республики об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливающих порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда на основании договоров спецнайма, предусматривающих запрет приватизации данных жилых помещений в течение 5 лет. Конституционный суд республики постановил признать данный порядок республики в соответствии с федеральным законом. Конституционный суд в своем решении указал, что действующее правило, устанавливающее порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, соответствует действующему федеральному законодательству и направлен на обеспечение прав и законных интересов данной категории лиц.
Суперкампус – инфраструктура для проведения финала национального чемпионата WorldSkills Russia в 2025 году. В столице под таким названием стартовала форсайт-сессия. Главным итогом этой трехдневной встречи должна стать разработка так называемой дорожной карты будущего объекта. Проект новый не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России, так что на его реализацию возлагают большие надежды. Строительство нового современного суперкампуса проект с первого раза кажется весьма амбициозным, но вполне реальным, об этом говорят органы власти. Сроки окончания строительства уже определены, это 2025 год. Именно тогда в Якутске пройдет финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который должен пройти на территории нового суперкампуса, который будет отвечать всем стандартам WorldSkills. В первую очередь мы стараемся обеспечить свою работу теми инструментами, механизмами, которые бы позволили образовательным организациям воспользоваться той самой автономией образовательных организаций, которая закреплена в 273-м законе об образовании, для того, чтобы каждая территория и каждый регион, каждый субъект, возможно, даже каждый муниципалитет мог, руководствуясь этими принципами свободы и автономии, формировать те кадры, которые востребованы современной экономикой. Северо-Восточный федеральный университет постепенно переводит студентов в научное обучение. Всего со студентами учреждений среднего профобразования запланирован перевод на научные занятия 12 тысяч человек. Об этом сказали в пресс-службе университета. Уточняется, что на данный момент студенты колледжа и СВФУ временно остаются на дистанционной форме обучения. Образовательная программа реализуется в полном объеме. Часть лекционных занятий будет проходить в дистанционном формате, а практические занятия в лабораториях в очном режиме. Вместе с тем в университете продолжаются заселения в общежития. На сегодня в корпусы студгородка заселились свыше 2500 студентов. Летом расширится сразу на 3 направления в выборе специальностей для абитуриентов Алданского политехникума. Открытие новых профессий продиктовано нехваткой кадров в данной квалификации, а также перспективами на ближайшие годы, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вахнина. До окончания учебного года осталось 3 месяца, и подготовка к приемной кампании в Алданском политехникуме началась. Ожидается, что в техникум в сентябре осваивать профессии придут порядка 275 ребят и девчонок, выпускников 9 и 11 классов. Набор студентов на новый учебный год ожидается масштабным. При этом это будут и юноши, это будут и девушки. Помимо всего, это будут программы обучения на основе государственного заказа. То есть, следовательно, обучение будет происходить на бесплатной основе. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, горные работы, электромонтаж, сварочные технологии, лабораторный и химический анализ. Ежегодно набор абитуриентов ведется на 2 десятка профессий разного профиля. Для выпускников школ 2021 года выбор расширится. К имеющимся специальностям добавятся еще 3 совершенно новых направления. Это машинисты насосных установок для нефтеперекачивающих и газоперекачивающих станций. Это операторы автоматических устройств производственных процессов и та вообще для республики необычная специальность, которая по большому счету на территории еще не готовилась. И мы готовимся сейчас к прохождению ее лицензирования. Это оператор финажных заводов. В настоящее время ведется работа по лицензированию на обучение по этим направлениям. Открытие новых профессий и специальностей продиктовано востребованностью кадров данной квалификации, а также перспективой на будущее. В новом учебном году расширится выбор профессий и для девушек. В техникуме возобновится прием на специальности бухгалтера и экономиста. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Состоялось первое заседание молодежной администрации Нерюнгринского района. В декабре прошлого года там объявили конкурс для желающих вступить в состав молодежной администрации. В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающие, обучающиеся или работающие на территории Нерюнгринского района. Всего была рассмотрена 51 заявка, из них в основной состав вошли 25 человек. Это коллегиальный совещательный орган, который создан для повышения социальной активности молодежи и ее вовлечения в решение социально-экономических проблем района. Прежде всего, и нам, как руководителям структур по работе с молодежью, хотелось бы выстроить нашу работу прежде всего в позиции работы с молодежью для молодежи.
Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе.